Это мало. Так. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад сегодня вас приветствовать в это пятничное утро с окончанием вас рабочей недели. Зовут меня Хаун Алексей Николаевич, заместитель председателя Центральной предметно-методической комиссии по технологии Всероссийской олимпиады школьников, декан факультета технологий и предпринимательства Московского государственного областного университета. Сегодня я вам расскажу о порядке проведения подготовки к школьному муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Олимпиада проводится на основании порядка, утвержденного еще в 2013 году. На основании всех рекомендаций были разработаны методические рекомендации к проведению школьного и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады, и они размещены на сайте Министерства образования, Министерства просвещения Российской Федерации. На сайте вы можете посмотреть ссылку и QR-код для того, чтобы скачать этот документ. Также в этом году в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на основании всех требований в рекомендации был включен пункт о том, что школьные и муниципальные этапы могут проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий. Какие основные цели и задачи нашей Олимпиады? Это поощрение у школьников интереса, сформировать компетентность обучающихся в области конструирования, моделирования технологического процесса, раскрытие у обучающихся способностей к проектной деятельности. Это одна из немногих олимпиад, где именно развивается проектная деятельность. Понимание современных технологий и способность осваивать новые, ранее несуществующие технологии. Ну и также, в принципе, выявлять и поощрять талантливых учащихся и их наставников. Для школьного этапа мы предлагаем выделить несколько групп параллелей классов. Вы можете при проведении школьного этапа объединять 5-6 класс, 7-8 класс, отдельно 9 и отдельно 10-11. Регламент времени на отведение для проведения школьного муниципального этапа. По рекомендациям мы рекомендуем в Олимпиаде у нас 3 тура. Теоретический тест, практический выполнение практики и защита индивидуального творческого проекта. При разработке заданий для школьного этапа мы рекомендуем учитывать время на выполнение тестирования 45 минут. На практику всю 2 часа 120 минут и на защиту проектов выделять 5-7 минут на одного обучающегося. Для муниципального этапа мы рекомендуем увеличить количество вопросов и времени на ответ до 1 часа. Соответственно, на практику 2,5 часа, на проект также 5-7 минут на одного обучающегося. По количеству вопросов для теоретического тура с 5 по 11 класс, в зависимости от класса, предлагаем разное количество вопросов в тесте. Ввиду того, что начинается 5 класс сейчас в сентябре, в октябре, и у них знания достаточно небольшие в области именно технологий, они только что пришли из начальной школы, поэтому для 5-6 классов мы рекомендуем делать меньше вопросов, для того, чтобы можно было их именно заинтересовать, привлечь в Олимпиаду. Дальше, соответственно, с повышением возраста у нас добавляются дополнительные знания, добавляются новые темы, модули, направления. И здесь, соответственно, вопросы должны количество увеличиваться. И также, соответственно, усложняться творческое задание.
На муниципальном этапе у нас уже участвуют 7, 8, 9, 10, 11 классы. Соответственно, они тоже должны быть в логике увеличения количества баллов и усложнения заданий. Задания теоретического конкурса должны отвечать следующим требованиям. 50% заданий следует ориентировать на уровень теоретических знаний, то есть которые у нас установлены в полигонно-методических материалах. Скрывают базовое содержание дисциплины по ВГОСу, основные учебники, рекомендованные или по которым обучались школьники. 25% следует ориентировать на углубленное изучение материала и 25% на междисциплинарные связи. Соответственно, задания должны быть разнообразны по форме. Формулировка контрольного вопроса задания должна быть понятной, доходчивой, лаконичной и иметь однозначный ответ. В заданиях по выбору для маскировки правильного ответа должны быть использованы только реально существующие термины и понятия. Здесь нужно быть очень внимательным, потому что иногда в разных учебниках идут разные трактовки. Пользоваться Википедией как, допустим, прямым источником для терминов и понятий является некорректным. Вопросы задания должны отвечать современному уровню образования, техники. И задания теоретического тура должны соответствовать основным дидактическим принципам. Рекомендуется включать в олимпиадные задания 3 типов. Задания, выявляющие знания участников по технологии, по предмету, то, что вы с ними изучали в школе. Межпредметные задания, которые позволяют раскрыть их потенциал, и компетентные задания, выявляющие умение участников применять системную деятельность и подход. Основные темы или направления для составления тестовых заданий представлены на слайде. Прошу обратить внимание, что уже несколько лет подряд мы рекомендуем и формируем тестовые задания из общей части и предметной части. Общая часть для 2 направлений по основным тематикам, которые изучают обучающиеся в школе. Значит, какие варианты могут быть? Да, это вопросы верно, неверно, вопросы с выбором одного или несколько вариантов, вопросы с открытым текстом, когда обучающиеся сами пишут варианты своих ответов, задания на установление соответствия, задание выставления правильной последовательности или задание, требующее какого-то логического решения. Вот такие вот мы вам подобрали примеры. Специализированные вопросы по направлению техника, технология, техническое творчество. Они связаны именно с технической направленностью. Соответственно, здесь идут материаловедческие вопросы, связанные именно с обработкой конструкционных материалов, машиноведение, ремонтно-строительные работы, техническое творчество с точки зрения именно этого направления. Художественная обработка материалов, соответственно, древесины, металлов, пластмасс. Также на этом слайде представлены темы для вопросов по направлению культура дома, дизайн и технологии.
Они очень перекликаются со вторым направлением, но с своей спецификой. То есть здесь уже идет обработка пищевых продуктов, текстильных материалов, конструирование, моделирование швейных изделий, художественная обработка материалов именно ткани, пищи, история костюма, декоративно-прикладное творчество. Также представлены несколько вариантов примеров. Вот пример вопроса с открытым ответом. Когда нужно подписать под каждым рисунком. Хочу обратить ваше внимание, что при составлении задания очень часто коллеги используют именно цветную печать. И в случае, если в образовательном учреждении распечатывают на черно-белом принтере, иногда участники Олимпиады не всегда могут четко определить рисунок, текстуру, вид, из-за этого могут быть ошибки и апелляции. Вот пример, вопрос, требующий логического мышления, творческого подхода. Это может быть вопрос по электротехнике, это может быть вопрос по предпринимательству, это вопрос может быть связанный с расчетом передач. Вот пример вопроса на соответствие, когда обучающий должен подставить, соответственно, определение. Второй частью Олимпиады всех туров является практика. Также в связи с тем, что у нас практики неравномерно входят по классам, да, поэтому мы рекомендуем с увеличением возраста обучающихся добавлять практики. То есть для 5 класса, для проведения 5-6 класса и для разработки заданий мы рекомендуем практики по ручной обработке древесины, по ручной обработке швейных изделий, 3D-моделирование, робототехника на робототехнических комплектах в соответствии с этим возрастом. Потом с увеличением возраста класса добавлять соответствующие практики. Также хочу обратить ваше внимание, что у нас есть специализированные практики по направлениям, скажем так, классические по обработке конструкционных материалов или обработке швейных изделий. И есть общие практики. Это 3D-моделирование и печать, робототехника, практика по работе на лазерно-виртуальном станке, промышленный дизайн, 3D-прототипирование, графический дизайн и агрономия. Эти общие практики могут быть выбраны обучающимися из обеих направлений. То есть могут быть и там, и там. На этом слайде уже представлен рекомендованный выбор практик для муниципального этапа 7-11 класса. Третьим и не менее важным этапом, туром Олимпиады является защита проектов, индивидуальная защита творческого проекта обучающегося, где участник готовит пояснительную записку, презентует свой проект и представляет изделие на защиту. Согласно рекомендациям на 2020-2021 год, ЦПМК по технологии определила общую тематику для участников Олимпиады технологий будущего. Значит, также хотел бы обратить ваше внимание, что так как школьный этап проходит в сентябре, не все обучающиеся могут и готовы выполнить проект полностью сразу. Поэтому мы рекомендуем для школьного этапа
также делать градацию. И в 5 классе, в 6 классе предлагаем, чтобы обучающийся подготовил только тезисы и оценивать только их, без изделия, без пояснительной записки, то есть только презентовать свою идею. Соответственно, дальше в 7-8 классе уже с пояснительной запиской подготовить какие-то текст задания. И то же самое для 10-11 класса. На муниципальном этапе уже у обучающихся должно появиться какое-то изделие, первичная модель, пробная модель, которую они могли бы продемонстрировать. То есть результат их работы в течение первых 2 месяцев обучения. Также в этом году, если вы уже ознакомливались с методическими рекомендациями, которые были размещены более месяца назад, есть небольшие изменения, дополнения в практике по электрорадиотехнике. Там добавлено использование информационно-коммуникационных технологий, в частности программного обеспечения для создания электронных схем и плат. В соответствии с новым курсом примерной образовательной программы возвращается направление такое, как создание технических схем, пайка. Поэтому мы предлагаем, модернизируем данное практическое задание и предлагаем использовать именно специальные программы для разработки схем и производить сборку соответствующих электрических схем. Вот пример задания. Технические условия. И, соответственно, обучающиеся должны в установленное время спроектировать в системе SAP. Здесь представлена, например, программа DeepTrace, но это может быть любые другие программы, в том числе и Compass 3D с соответствующим установленной дополнительной программой. Составить принципиальную электрическую схему в соответствии с ГОСТ. После этого они должны эту электрическую схему собрать. Для первого раза, для первого года мы рекомендуем использовать либо макетные платы, или, соответственно, готовые платы с пайкой. Здесь в зависимости от возможностей, но на региональном этапе, соответственно, мы будем уже рекомендовать вариант сборки либо на макетной или с пайкой. И на заключительном этапе планируется уже именно только пайка. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, комментарии, вы можете направить их председателю на почту Центральной предметной комиссии по технологии. Значит, отвечаю на ваши вопросы, уважаемые коллеги. Значит, к сожалению, график вебинаров и сдача рекомендаций по школьному и муниципальному этапу утверждается Министерством просвещения. Рекомендации были размещены, как я сказал, уже более месяца назад. Там были координаты, и многие коллеги писали нам на почты. Мы, соответственно, на них отвечали. На основании тех вопросов, которые вы задавали, мы скорректировали презентацию с Леной Алексеевной. И вот постарались максимально объяснить и раскрыть те вопросы, которые были непонятны. Я думаю, презентация будет размещена на портале. Значит, как выполнять практику дистант?
Здесь вопрос скорее к вашим региональным операторам, как они организуют эту работу. Согласно рекомендациям, которые у нас есть, да, то, что в соответствии с новыми вот этими дополнениями к СанПИНам, мы, точнее, вы не можете, допустим, проводить массовые мероприятия, вы не можете объединять классы, но это не мешает, так как дети в школе, вы можете проводить школьный этап в школе, на занятиях в отведенное время в соответствии с тем графиком, которые устанавливает там региональный оператор. И тем временем, соответственно, для этого нет никаких противоречий. А вот если же ваш регион или ваша школа ушла полностью на дистант, то тут опять-таки здесь только именно в работе с вашим региональным оператором. А какую методику он предложит, какие рекомендации он даст по этому поводу. В данном случае выполнять практику дома или делать какой-то график по выполнению практики. То же самое для муниципального этапа. Если, соответственно, муниципальный этап будет проходить разбит не в одном учреждении, а в нескольких, можно сделать график, можно в соответствии с теми участниками, которые прошли со школьного на муниципальный этап, Ульяновская Нина Дмитриевна. В нашем регионе в образовательных учреждениях практики отсутствует оборудование по робототехнике 3D принтера. Как быть? Уважаемая Нина Дмитриевна, это предложенные виды практик. В данном случае школа и муниципалитет сами определяют те практики, которые они будут проводить. Понятно, что учитывается пожелание детей. Не во всех школах есть оборудование, но если обучающийся изъявляет желание и его уровень владения данной практикой достаточно высокий, я вам рекомендую обратить на это внимание и, соответственно, идти навстречу обучающимся и дать ему возможность выполнить эту практику, чтобы в дальнейшем он себя мог более качественно реализовать. И тогда вы получаете обучающегося, мотивированного именно в той практике, в которой он наиболее силен, и он уже может и на региональном уровне занять высокие баллы, учить и, соответственно, претендовать на заключительный этап и, соответственно, там себя проявить более качественно, нежели если он у вас будет выбирать ту практику, которую он не может выполнять и, соответственно, не раскрывает, не реализует себя. Катаусова Мария Юрьевна. Да, обучающийся должен сам выбрать направление практической работы, которая ему наиболее близка. Вот во всем том многообразии, которое мы вам предлагаем, соответственно, так как школьный и муниципальный этап разрабатывают задания региональной предметной комиссии, мы предлагаем этот выбор, соответственно, разработать задания и провести эти практики. Так, тот же самый участник сам выбирает направление практики или определяет региональный оператор. Угу. Вот, все-таки по поводу выбора практики и проведения практики. Здесь есть школы разного оснащения. Есть новые школы, есть старые школы. Соответственно, сейчас очень много федеральных программ, которые позволяют проводить, оснащать школы, например, точки роста.
приходит новое оборудование, приходят новые методические рекомендации. Если же совсем у школы какие-то затруднения, но есть действительно хороший обучающийся с высокими результатами теоретического тура, хорошими проектами, можно пойти навстречу и разрешить использовать на школьном этапе его личное оборудование. В данном случае мы должны поддерживать обучающихся, давать им возможность себя реализовывать именно вот в тех технологиях, в тех практиках, в которых они все-таки наиболее качественно выполняют задания. Так. По поводу муниципального этапа определяет региональный оператор. Это ответ на вопрос Светланы Львовны. ЦПМК дает рекомендации к проведению. Конкретно о том, как это будет выглядеть, решает региональный оператор и региональная предметно-методическая комиссия. Стародубцева Елена Ивановна. Ранее было сказано, что в школьном этапе дети проходят только тестовые задания, то есть практикум. Здесь вопрос то же самое. Мы сейчас говорим о рекомендациях к проведению школьного и муниципального этапа. Каждый регион сам определяет форму проведения. Он может следовать рекомендациям для того, чтобы максимально подготовить по пунктам обучающихся, и к региональному этапу они будут полностью готовы. Или же в соответствии с своими возможностями, теми ограничениями и требованиями, которые накладывают региональные власти, проводить какую-то часть, либо менять, либо изменять. Но стараться максимально приближать к тем рекомендациям и требованиям, которые мы представляем. Соответственно, как будет проходить региональный этап или заключительный этап, мы пока с вами, к сожалению, не знаем, потому что они будут в следующем календарном году. До конца этого года у нас пока такие предписания. Томина Елена Анатольевна, 5-6 класс, по поводу заданий. Значит, задания для школьного и муниципального этапа разрабатывает региональная предметно-методическая комиссия на основании рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии. Соответственно, ваш региональный оператор Московской области подготовит пакет заданий и пришлет вам в установленное время. Сначала рекомендации по подготовке и материалам, а потом, соответственно, задания. То же самое для муниципального этапа. Кузьмин Александрович, очень рад за вас, что вы попали под программу «Точка роста». Соответственно, у вас предоставили оборудование по поводу 3D принтеров. 3D принтер имеет разные настройки. Здесь уже такой технический вопрос о том, что деталь может печататься качественно 8 часов, а может печатать менее качественно за 1 час. Здесь вам нужно обратиться именно найти специалиста, который вам поможет и объяснит, как именно работать с настройками принтера, как работать с 3D-моделями для подготовки, как работать в специальных программных слайсерах. Или же, если у вас есть в вашем регионе курсы повышения квалификации по работе с этим оборудованием. В данном случае также мы на основании рекомендаций региональная комиссия разрабатывает задания для конструирования 3D-моделей и печати, исходя из времени, которое отводится на практическую работу, и, соответственно, задания обучающиеся должны укладываться в это время. Федотова Любовь Георгиевна. По учебнику какого автора составляется вопрос Олимпиады всероссийского этапа? Очень хороший вопрос, большое спасибо. Значит, ввиду того, что у нас сейчас старшие классы участвуют
все классы, в том числе и старшие, обучались по старым учебникам, вновь прибывшие по новым. Поэтому при разработке заданий мы всегда рекомендуем пользоваться именно всем набором учебников. И те, которые рекомендованы сейчас, и те, которые были рекомендованы и 5 лет назад. Ввиду того, что именно по ним в первую очередь готовились обучающиеся. Также, кроме учебников, соответственно, учебники, эти, которые рекомендованы, и дополнительная литература. И также, кроме учебников, мы рекомендуем пользоваться именно дополнительной литературой, периодическими изданиями, статьями, в частности, журналом «Школа и производство», где представлены задания прошлых лет. Вот. Что касается полного перечня, он есть на сайте Министерства просвещения в рекомендациях, список рекомендованной литературы. В том числе там, сейчас говорю, есть профильные учебники, и некоторые учебники, я бы даже сказал, что часть учебников из прошлого века ничуть не уступает по качеству, по методическим материалам и уровню подготовки, который необходим для обучающихся. Катаусова Мария Юрьевна, Олимпиада 15 сентября, рекомендации ученика, как готовить детей. Уточните, пожалуйста, рекомендации ЦПМК или рекомендации региона. Рекомендации ЦПМК, еще раз повторяюсь, были размещены на сайте и доведены до региональных операторов более месяца назад. И, насколько я знаю, многие регионы уже задания подготовили. Соответственно, если вы имеете в виду рекомендации по проведению от ваших комиссий региональных, от регионального оператора, то это вопрос к региональному оператору. Прокомментируйте учебники по технологии для мальчиков 5-9 классов. Я думаю, это вопрос не совсем нашего вебинара, и мы сможем с вами эту полемику по поводу качества и вариативности учебников очень долго проводить. Я буду рад, если вы будете участвовать в наших конференциях по этому поводу. Вот. Я боюсь, мы сейчас просто не уложимся в это время. Вопрос от Пронина Дарьи Николаевны. Здравствуйте. Сохраняется ли гендерный признак участия в Олимпиаде? У нас в Олимпиаде не гендерный, а по направлениям. Соответственно, молодые люди могут спокойно себя реализовывать в культуре дома, дизайне, технологии. И в этом нет ничего зазорного или плохого. Также девушки очень качественно выступают на технико, технологии, техническое творчество, что мы очень часто видим на заключительном этапе. Они представляют интересные проекты, выполняют качественную практику и иногда даже более качественно ввиду своих особенностей. Вот. Поэтому здесь ограничений для участия нет, здесь именно два направления. Карелина Елена Вячеславовна. Да, я уже ответил на вопрос, что мы рекомендуем пользоваться достаточно расширенным перечнем учебников и обязательно дополнительной литературой. Леницына Ольга. Сроки проведения школьного этапа устанавливает на муниципальном уровне. Нет, устанавливают не на муниципальном, устанавливают на региональном уровне. Региональный оператор на основании приказа Министерства регионального устанавливает сроки. Да, значит, вопрос от Федоровой Любови Георгиевны. Воплощение тематика проекта в этом году должна касаться именно технологий будущего. Вопрос от Саевой Светланы Юрьевны. Да, мы рекомендуем
И для 5-6 классов также проводить разделение. Тут, это, во-первых, это для учета в дальнейшем, да, для их определения. Понятно, что с начальной школы они приходят, у них были единые, неделимые классы и направления. Соответственно, чтобы они понимали и определялись, в каком направлении они дальше будут участвовать. Караваева Любовь Ивановна. Как за 2 дня подготовить ребенку проект для выступления на школьный этап? Любовь Ивановна, еще раз говорю, повторяюсь, рекомендации были размещены более месяца назад. И региональный оператор через методистов, районных методистов должен был довести до вас рекомендации. Соответственно, если мы сейчас говорим о том, что у нас выделена четкая тема, поэтому в начале презентации, касаясь проектов, мы говорили о том, что на школьном этапе не нужно изделие. Особенно для 5-6 классов мы говорим только о тезисах. Да? То есть именно презентация своей темы. Да? Почему вам это интересно, в чем проблема и как мы будем ее решать. То есть даже здесь именно сама презентация содержания. А уже потом к муниципальному этапу, к региональному этапу они уже готовят пояснительную записку и, соответственно, само изделие. Гранкина Алина Сергеевна. Как можно сдать тематику проектов за 1 месяц? Вопрос о выборе направления темы, он поднимался еще с середины прошлого учебного года. И в данном случае выбор тематики обусловлен тем, чтобы все обучающиеся были в равных условиях. Так, уважаемые коллеги, есть ли какие-то еще вопросы? Если у вас еще есть какие-то вопросы, комментарии, еще раз, на слайде представлена почта электронная, вы можете написать нам. Мы стараемся всегда оперативно отвечать всем учителям, региональным операторам, методистам районов. Шелуханова Светлана Львовна. Повторите, пожалуйста, как проводить практику, если теория дистанционна. Уважаемая Светлана Львовна, уточняю, ваш региональный оператор должен определиться, теория дистанционна или электронна, потому что они могут писать, потом сканировать и пересылать. Они могут сразу проходить тестирование с компьютера, соответственно, с школьного компьютера, либо с домашнего компьютера. Что касается практики, здесь тоже должен именно ваш региональный оператор дать по этому поводу указания. Как вы будете проводить дистанционно или все-таки очно.
Шнурохова Елена Юрьевна. Чтобы сделать качественный проект по технологии, требуется время. Согласно вашим рекомендациям, тема проектов. Как за 2 месяца сделать? Почему сроки Олимпиады постоянно сдвигаются на более ранние сроки? К сожалению, мы лично устанавливаем сроки проведения школьного муниципального этапа. Соответственно, есть порядок, есть сроки, которые утверждает Министерство просвещения, и на основании этих сроков мы представляем документы. О том, что будут вводиться тематики, мы говорили на прошлых вебинарах еще в прошлом году, когда готовились к региональному и заключительному этапу. Вот, соответственно, о том, что будет конкретная тема, было размещено на методических рекомендациях, которые были размещены еще в июне-июле. Караваева Любовь Ивановна. Да, все правильно. Мы именно так рекомендуем вам проводить школьный этап, когда ребенок именно готовит даже не пояснительную записку с технической документацией, а именно несколько слайдов и презентует свой проект, свою идею. Александрова Валентина Семеновна. Кто должен проверять работы олимпиадников? Работы олимпиадников должны проверять жюри, утвержденные соответствующими органами власти. Если мы говорим про школьный этап, то, соответственно, школьное жюри. Если муниципальный этап, то его утверждает муниципалитет, район. На слайде практических работ в 10 классе есть темы по шийному делу. Пастухова Светлана Владимировна. На слайде практических работ 10 класса есть тема по шийному делу. Уважаемые коллеги, да, это наша с вами совместная проблема, что у нас в старших классах нет дополнительных часов. Здесь уже вопрос ложится именно на внеурочную деятельность, на те часы, которые вам может выделить школа, на центры подготовки в муниципалитетах и регионах. Майбуров Андрей. Порядок поведения составляют люди. Нельзя ли выйти с предложением на министерство? В данном случае это вопрос к Министерству просвещения. Дюбкина Наталья Александровна. Если девочки, которые изучают проект по электротехнологии, а другие по домоводству и креативно-прикладному творчеству. Наталья Александровна, значит, если у вас девушка, участник, выбирает направление, она пишет тестирование по культуре дома и дизайну, соответственно, выполняет практику, изучает проект, она вкладывается в логику. Если же ее электротехника интересует именно с технической стороны, и она тогда выбирает направление технико-техническое творчество и, соответственно, пишет тестирование по тому направлению и защищается в комиссии в том направлении, где, соответственно, ее могут оценить в соответствии с ее именно направленностью ее проекта. Уважаемые коллеги, большое спасибо за внимание. Если какие-то еще будут вопросы, мы ждем их на почту. Спасибо, до свидания.